Друзья, рад вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 19 марта 2020 года. Уже разложила карты, потому что второй раз приходится снимать видео. Итак, главная карта девятка червовая, дополнительная для отношений семерка бубновая, для работы дополнительная десятка пиковая и для денег дама трефовая. Самые важные события, которые будут происходить сегодня, происходят под девяткой червовой. Это все новое. Новые события, новые люди, какие-то быстрые перемены, какие-то скорые новости. В общем, эта карта связана лично с нами, с нашими личными проявлениями, нашим характером, манерами, может быть, даже внешним видом. Да? То есть мы можем даже внешне сегодня меняться, причем может такое желание прийти совершенно неожиданно, да? Потому что хочется что-то поменять в жизни, и если нельзя поменять во внешних обстоятельствах, мы меняем что-то в себе, и нам уже становится лучше, как-то хочется добавить себе энергии, да, то есть уровень энергии повысить с помощью каких-то перемен. Кроме того, может быть, новые какие-то цели появятся, начинания, может быть, что-то поменяется в статусе, в самооценке. Также это, знаете, очень важный шанс какой-то начать что-то заново, либо освободиться от каких-то неправильных установок, которые мешают жить. Также эта карта еще неожиданностей. Может быть, даже ситуации, которые могут поставить нас в тупик. Для отношений дополнительная карта семерка бубновая, она говорит о том, что нужно обязательно с партнером обо всем советоваться, нужно с ним договариваться обо всех изменениях, которые в вашей жизни вы сами наметили, либо которые происходят неожиданно, потому что может партнер дать даже совет какой-то мудрый, может быть, просто это необходимо для того, чтобы сохранить хорошие отношения, ваше доверие и так далее. Также карта связана с, может быть, какими-то телефонными звонками, да, допустим, вам, может быть, нужно позвонить срочно своему партнеру для того, чтобы его о чем-то предупредить или просто передать какие-то важные новости, да, то есть вот эта карта звонка тоже. Кроме того, может быть, вам неплохо было бы сегодня просто уединиться, допустим, назначить друг другу встречу, свидание, побыть вместе, поговорить, пообщаться. Это очень хорошо вас сблизит. Кроме того, эта карта еще и, знаете, общественных связей, когда мы не только вдвоем общаемся, да, когда мы можем прийти в какую-то приятную для нас компанию, и это тоже может нас как-то сблизить, разгрузить, добавить каких-то таких ноток радости в отношениях, может быть, что-то обновить. Кроме того, можно какую-то новую информацию узнать в обществе, полезную для вас обоих. Для работы десятка пиковая. Карта говорит о том, что в работе тоже будут какие-то изменения. Скорее всего, именно в работе изменения и будут. Может быть, новое предприятие какое-то, может быть, перемены в том, чем вы занимаетесь, может быть, знаете, изменение какое-то, может быть, изменение образа жизни, изменение привычных дел каких-то, которыми вы привыкли заниматься. Тут могут быть какие-то коммерческие, очень выгодные предложения, которыми нужно быстро воспользоваться. Кстати, вот по этой карте еще по главной, по девятке червовой, я забыла сказать, проходит еще и транспорт. То есть, если вы решались продавать, покупать, замечательный день, прям используйте его для этого. Карта говорит о том, что могут неожиданно приходить какие-то предложения, нужно быстро реагировать, либо вы можете решить неожиданно продать свой транспорт, да, то есть тоже это все очень удачно. Сегодня все вопросы, связанные с транспортом. Итак, по работе еще что хочу сказать. Может быть, придется куда-то ехать, может быть, командировка, да, либо сегодня, либо, может быть, просто вы узнаете о том, что вам нужно будет куда-то отправиться по вашей работе. Может быть, кстати,
с иностранными партнерами, кто работает, может быть какие-то перемены в отношениях. Ну и вообще вот эта карта говорит о том, что если у вас все хорошо на работе и без изменений, то тогда вам самим неплохо было бы отдохнуть, попутешествовать или этот день провести, может быть, в мыслях о каких-то новых предприятиях, новых начинаниях. В любом случае вот этот символ перемен действует, да? Если не происходят перемены сами по себе, вы хотя бы их задумайте. Теперь финансы. В финансах дама трефовая. Карта говорит о том, что в финансах, конечно, может быть много непредсказуемого. Вот именно сегодня. Может быть, знаете, кто-то будет вести себя как-то, ну, либо обманывать вас может, либо, знаете, нагнетать просто могут какую-то ситуацию. Вот эта карта вообще манипуляции, да, когда с вашими деньгами происходят манипуляции, то есть кто-то либо вами манипулирует, либо информацией по поводу ваших денег, может быть, какие-то искусственные трудности вам создает или говорит о том, что они есть, а их на самом деле нет. В общем, здесь вот может быть какой-то обман, ложь. Карта говорит о том, что не верьте. Не верьте, но в то же время будьте мудрыми, защищайте свои финансы. И в любых непредсказуемых ситуациях нужно сохранять спокойствие. Вот эта карта говорит о том, что вы выйдете из ситуации в любом случае с пользой для себя. То есть вот эта карта, она, знаете, символизирует человека, который там пройдет даже в щель, да, то есть найдет любой выход и обязательно решит вопросы с финансами. Очень хорошие, в принципе, карты, хоть и день такой очень яркий, переменчивый, все-таки очень много таких выходов к лучшему, да. Давайте посмотрим, что советует нам цыганский оракул. Какая удача дня. Надо же, сюрприз. Удача. Теперь проблема дня. Влюбленная. Теперь как решаем проблему. Опять же, любовь. Вот так сделаем. Любовь, решаем проблему. А это у нас совет. Совет дня. Итак, удача у нас сегодня как раз в разного рода сюрпризах. То есть все, что приходит новое в нашу жизнь, новые люди, новые события, вот эти новости, перемены, они все будут в конечном итоге для вас очень выгодны, прибыльны. Это будет то, чего вы совершенно не ждали, но то, что вас обрадует, обогатит, удивит. В любом случае это к лучшему. Посмотрите, здесь на картинке дерево изображено. Дерево – это здоровье, дерево – это семья, это рост, это устойчивое положение. Да? Рядом вот вода – это у нас память, это эмоции. Это прошлое, да, то есть какие-то проблемы уходят в прошлое, и все дальнейшие события, все новое, что происходит, оно к дальнейшему росту. И вот именно в этом удача, верить в то, что все с нами происходит именно на благо. Кроме того, вот эта карта напрямую связана с благодарностью. То есть, когда нам, допустим, кто-то дарит подарок, мы обязательно говорим «благодарю». И вот эта карта нам намекает, что удача в том, чтобы быть благодарными. Во-первых, благодарность нас всегда выводит на новую энергетическую такую волну, когда мы притягиваем к себе в жизнь только положительное. Она заставляет, благодарность заставляет нас уйти от каких-то негативных мыслей, которые притягивают в нашу жизнь всяческие проблемы. Вот, как только мы начинаем благодарить, даже сознательно, допустим, выискиваем, за что можно поблагодарить жизнь, людей и так далее, да, у нас сразу переключаются энергии, и мы начинаем притягивать в свою жизнь все самое лучшее, все хорошее. То есть, по сути, меняем свою судьбу с помощью благодарности. В этом удача. Проблема вот возлюбленная, да, что это может значить? Возлюбленная имеется в виду у нас женщина капризная, да, которая может быть
ведет себя каким-то, ну, как бы образом, ну, может быть, раздражает, может быть, в какой-то панике находится, вот тем более рядом вот с дамой трефовой, может быть, она хочет от нас какой-то выгоды, может быть, она хочет, ну, может быть, хочет просто как бы за нашей спиной что-то неприятное нам сделать. То есть это какая-то женщина, которая может влиять негативно. Да? То есть обратите внимание на окружение. Те люди, которые смотрят нам в глаза и улыбаются, вполне возможно могут оказаться теми, которые нам причиняют неприятности за спиной. Как решить эту проблему? Здесь у нас выпадает карта «Любовь». Здесь проблему решить можно просто. Во-первых, не суетиться. Во-вторых, сделать так, чтобы человек, который ну, не совсем хорошо к нам относится, да, чтобы он переменил свою позицию. Каким образом? Мы, допустим, он же что-то хочет от нас, он же чего-то от нас добивается, какой-то у него есть интерес. Так вот, карты нам предлагают дать ему больше любви, дать ему больше понимания, дать ему больше внимания, да, и тогда человек просто переключится действительно и успокоится и перестанет вас донимать. Совет дня, здесь выпадает карта «Друг». Совет дня говорит о том, что вокруг нас обязательно находятся люди, готовые нам помочь, верные нам, и вот на них нужно опираться. Кроме того, нам самим тоже не нужно забывать о тех людях, которые рядом, которых мы можем порадовать, с которыми можем поговорить по душам, которым можем сделать какие-то маленькие подарки, поддержать в горе и в радости. Да? То есть карта говорит о том, что во всем новом, во всех переменах нужно обязательно опираться на людей близких, на друзей, на тех, кто уже прошел как бы с нами путь какой-то, да, и люди, которым мы верим, то есть люди, которые уже проверенные нами, и вот на них нужно опираться. Если человек новый, если человек ну, как бы совершенно еще не проверен нами, мы не знаем, как поведет он себя в критических ситуациях, то вот доверять пока что ему еще нельзя. То есть сначала нужно проверить, да, потому что у нас есть как недруги, так и друзья вот на этой неделе. Поэтому нужно быть очень внимательными и доверять только проверенным людям, только тем, которые уже себя показали, доказали, что они действительно нас поддержат всегда и во всем. Друзья, желаю прекрасного дня, всего вам доброго, до новых встреч!